Отлично. Так. Вы да? Что? Меня зовут Лариса. Я коллега Кундус, занимаюсь тем, что строю системы в блоге, и сейчас активно очень посвящаю свою деятельность работе с нейросетями. И мы с вами будем про это разговаривать. Кундус сказала, что вы хотите больше знать про нейросети, как их использовать для контента своего блога, в целом о возможностях нейросетей рассказать. Вот. Давайте я вам буду задать вопросы, вы либо отвечаете, либо пишите в чате, чтобы у меня была какая-то обратная связь. Насколько вы знакомы на текущий момент с нейросетями? Давайте я буду читать. Кто уже применяет их в работе? Может быть, кто-то пробовал создавать аватаров, которые говорят за вас, уроки, видео. Так, чат GPT. Ну, а что вы делаете в чате GPT? Вы можете подключать микрофон, не стесняться, если у вас эта возможность есть. Мгм. Здравствуйте, меня зовут Айнора. Я только умею пользоваться чат GPT. Вот иногда бывают моменты, вот это самое, что-то написать, знаю что-то написать, да, вот только еще более это самое красиво делать или что-то, да, вот. И напишу, но там тоже надо, оказывается, вот промпты правильно дать. Ну, дает мне хорошие, но еще я поправляю и дальше пользуюсь только таким образом. Ну, то есть вы в текстовом формате, да, с ним ведете диалог, Да, задаете да, да. задание, пишете промпт, он вам дает ответ. Да, отлично, Ага. хороший способ. И Довольны результатом? далее далее немножко это самое поправляю или до конца мысль не дает. Вот только в текстовом формате. Но хочу изучать побольше. Мгм. Хочу. Смотрите, я вам открою сейчас вкладочки, ну, чтобы показать более подробно, да, кто с чатом GPT не знаком, объясню, да, что, ну, а вы вообще блог ведете, для каких целей вам нужны нейросети? Я хотела бы тоже вот уточнить этот момент. Да, 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 у меня это самое инстаграм-блог. Вот иногда бывает написать вот посты, да, вот пост написать. Вот Мгм. иногда мне помогает вот это. Но хотела Мгм. еще побольше изучать, узнать. А, Мгм. в общем, Отлично. да. Ага. Здорово. Так, сейчас я вам открою трансляцию экрана своего. Сейчас, секундочку. Я здесь сделала небольшую такую презентацию. Видно на экране? Видно? Ага, видно, да. Вы давайте обратную связь, потому что мне как бы хочется понимать. Итак, смотрите, ну, чат GPT, да, я вот здесь открою, как я составляю контент-стратегии. То есть для тех, кто не знаком, чат GPT хороший такой ресурс для того, чтобы нам полностью прописывать и стратегии, и идеи контента, и сценарии для Reels, и даже можно его попросить подобрать, скажем там, топовые заголовки. Он вам составит сценарий для рилсов. То есть он вообще делать может все что угодно. Вот, например, возьмем, я здесь составляла, значит, стратегию для профиля стилиста. Попросила, да, расписала, чтобы он мне составил стратегию, как набрать человеку 20 тысяч подписчиков. Он мне выдает стратегию, что нужно, вот все в таблицу, значит, собрал, предлагает вот такие использовать контентные единицы, на что обратить внимание. Я, значит, продолжаю также с ним диалог и прошу более подробно его расписать. Вот. Он вносит мне правки, потому что вот мне нужно было сделать, например, шапку, да, продающую. Учитывая то, что мне в распаковке давал стилист, я эти все моменты, нюансы прописала. Вот, он мне предложил несколько вариантов, я собрала эту шапку, мы с экспертом это все согласовали, и потом я попросила составить мне сценарий для сторис. То есть, смотрите, вы можете вообще прям последовательно задавать эти задания, причем каждый раз вы можете возвращаться в диалоги, вот, например, здесь февраль, да, месяц, на дворе уже апрель, и продолжать диалог с чатом GPT. Он все запоминает, у него есть память. В бесплатной версии достаточно много можете задавать запросов в сутки. Ну, в целом, как бы хватает. У меня с моим объемом работы отлично справляюсь в бесплатной версии. Если платная версия, ну, там чуть больше, шире функционал. Вот, в общем, он мне все определяет цели.
Я, значит, например, использовала, мне нужны были статьи для блога, да, я зашла, попросила его написать, так, сейчас, ну, наверное, не прогрузится, ну, нет, прогрузился. Вот, я просила прописать мне идею, он мне все прописал. То есть это очень удобный ресурс, если вы знаете, какие промпты вставлять. У меня есть определенная подборка промптов, я потом отправлю Кундус, она вам этот файлик перешлет, чтобы вы могли использовать его для своих целей. Итак, вот, допустим, нам составил чат GPT стратегию. Например, как нам раскачать, скажем, ну, вот я про стилиста говорила, да, контент для стилиста. Вот он нам составил стратегию, что делать. Все, мы видим, что вот он предлагает такой рил снять, такой пост снять, такие сторис записать. Очень часто бывает так, что когда уже готова стратегия, готов план и все подобрано, заголовки, шапки, все, виден путь, но не хватает контента. То есть человека не хватает времени этот контент снять. Например, мы, чтобы написать пост, нам достаточно просто фотографий. И все вот начинает замыкаться, оттягиваться, откладываться, ну, по той простой причине, что у человека просто нету контента. И чтобы его снять, да, нужно заморочиться, съездить в фотостудию, сделать снимки, записать где-то рилсы, тоже может быть в студии, может быть найти время и сделать это дома. Поэтому сейчас у нейросетей очень много возможностей делать контент за вас. То есть в целом вы можете, например, вам надо нарезать рилсы. Вы записываете себя в нескольких локациях, 5 минут видео, заходите в HeyGen, создаете своего аватара. Мы сейчас это рассматривать не будем, потому что это достаточно долго генерация занимает, но как бы в целом я вам сейчас принцип объясню. То есть вы записываете себе исходные видео, загружаете это на сайт, и сайт формирует вам вашего цифрового аватара. Вы в разных одеждах, в разных местах, в разных локациях. Просто потом берете, вставляете туда текстовый промпт, ну вот как в чат GPT, и все, и он говорит за вас. Вам даже наговаривать ничего не надо. Это очень удобно, у него очень хорошее качество, картинки, изображения, поэтому вот такой вам лайфхак для того, чтобы, если вдруг у вас нет возможности снимать рилсы, ходить по студиям, просто сделать можно это один раз, использовать в контенте достаточно долго. Я использую HeyGen для записи видеоуроков, потому что, ну, для того, чтобы записать урок, да, надо выделить время, потом надо смонтировать. В общем, вроде как бы 20-минутный урок, а уходит на это 3 дня. В HeyGen вообще таких вопросов не возникает. Создать один раз, ну, как бы загрузила его себе на помощь, всё, потом я просто задаю ему задание каждый раз, причем когда он говорит движение губ совпадает, руки, ну, там как бы все вообще, вот не отличить, что это ну, не человек говорит. Поэтому если вдруг у вас есть такие сложности, да, с контентом именно видеоформата, разговорного формата, то будет для вас хорошим таким когда мы формируем сетку публикации, то есть сейчас посты очень просмотр даже лучше, чем Reels. И как бы, ну, Инстаграм дает форум контенту, который, ну, возвращается обратно к тому, с чего он начинал, да, начинал с фотографий. Девочки, вам тоже плохо слышно было? Ооба бизге дагындай бир угулуп бир угулбай атат. Технический байланыштуу өтөт окшойт да. Уже жылдырыптыр. Пока. Азыр жылдырыптыр го техникалык себептерден деп. Мындан чыга берелиби? Кандай чыга берели? Понедельник күнү жолугасыз, кыздар, буюрса. 2 күндөн кийин, Да, хорошо. Ага. Силер кандайсыңар? Силер кантип колдонуп аттыңар эле чат GPT'ни? Ну, так, слегка.
кээ бирөөлөр ушундай немелердин баарын жасашат экен го, Видеолорду вот азыр видеолор жасашып атпайбы, прям укмуш реклама видеолорду. Вот ошолор интересно да. Жанагы фотосессияларды кылып атпайбы? Так, у меня вылетел Zoom, извините. Не знаю, у меня или у всех остался, да, наверное, у меня какие-то неполадки с интернетом, ну, такое бывает. Я за городом живу, поэтому нормально. Так, ну что, вы тут о чем-то говорили, я перебила, или мне продолжать? Продолжайте. Ага, Мы вас хорошо. потеряли. Ага, ну вот, говорю, вылетела. Сейчас я открою обратно вкладочки. Так. Итак, ну, я вам рассказала, да, что если вдруг вам необходимо снимать рилсы, записывать уроки, и у вас нет, ну, возможности, времени, иногда там настроения, сил, желания, ну, много нужно, скажем так, дел для того, чтобы собраться и записать уроки. Поэтому можно использовать HeyGen. Аватар создаете свой один раз и используете достаточно долгое время. Впоследствии, если вам захочется перезаписать этого аватара, вы просто берете и добавляете новые видео. Все, тут как бы очень просто. Единственное, для обучения аватаров HeyGen нужно какое-то время. Иногда это занимает даже около часа. Поэтому если вдруг вы будете заниматься тем, что обучать своего аватара, имейте в виду, это нормально. Вот. Далее я рассказывала про то, что сейчас постам Инстаграм дает фору. И вот здесь вот вы видите на экране раскладки, примеры визуала для разных ниш, которые я составляла со своим лицом, просто использовала. Здесь вот у меня кондитер, здесь лайфстайл, бровист. Здесь просто я себе ленту нагенерировала. И это все фотографии, созданные с помощью нейросети. Очень просто работает, очень быстро делается. По факту даже не нужно никакие промпты прописывать. То есть вы просто берете фотореференс. То есть что такое фотореференс? Это фотография, которая вам очень понравилась, и вы хотите сделать такую же. Заходите на сайт, называется Crea. Это агрегатор, несколько моделей собрано. Вот так выглядит сайт. И создаете свою фотографию. Я вот сейчас вот вам прям покажу рандомно. Вообще у меня есть обучение по созданию нейрофотографий, аватаров, видео. Это достаточно такое длительное обучение, поэтому сейчас мы кратко пройдемся. Да, здесь вот я решила создать фотографию. Что я делаю? Вот просто смотрите. Захожу, у меня уже обучен аватар. Я сюда загрузила свои фотографии заранее, создала своего аватара, и на основании моих фотографий он теперь генерирует мне новые. Так, что откроем. Что-то хочет открывать сайт. Сейчас прогрузится. Вот. Создали аватара, все так же, как в HeyGen. Один раз создаете, пользуетесь бесконечное множество. Вот здесь вот у меня отображается на панели уже фотографии, которые я генерировала. Я вам сейчас покажу просто, как по фотографии сделать новую. Конечно, не всегда они получаются с первого раза, не всегда получается там что-то с пальцами, бывают проблемы, но тем не менее все возможно. Итак, вот я нахожусь на сайте. Загружается своего созданного аватара. Вот он у меня появился. Это я, это мои реальные фотографии. Теперь я сюда добавляю просто фотореференс, любую картинку, которую я хочу сгенерировать. Я здесь себе папку создавала. Сейчас я, вот референсы. Возьмем любой. Какой возьмем? Давайте, вот тут в очках. Давайте вот женщину в пиджаке. Все. Загружаю фотографию, по которой я хочу себе сделать новую свою со своим лицом. Выбираю размер. Например, я хочу сделать для рилса. Эту фотографию потом можно оживить. Я выбираю 9:16. Если я хочу сделать для поста, выбираю 2/3. Все, нажимаю кнопку. Вот буквально несколько секунд. И, пожалуйста, сейчас фотографии прогрузятся. И вот вы видите, получились 4 фотографии. Я эти 4 фотографии просматриваю, если какая-то мне нравится. Например, мне нравится вот эта. В целом она на меня похожа. Если вот так вы сейчас сравните, да, вы видите, что, вообще очень похожа фотография. Все, я эту фотографию сохраняю себе, на компьютер могу сохранить изображение как, и впоследствии использовать эту фотографию для того, чтобы публиковать посты. То есть вообще не надо никаких навыков технических, никаких, не знаю, специальных образований, вообще ничего не нужно. Просто фотографию, которую вы хотите повторить, и ваш аватар.
Все, контент делается буквально за 10 минут. Вот я вам сейчас покажу, сколько фотографий я здесь нагенерировала. Вы удивитесь. Сейчас, вот, посмотрите, это все фотографии, которые я себе насылала. Конечно, не все получается всегда хорошо, иногда он не понимает, ну, как бы, но тем не менее, из вот этого большого количества здесь достаточно много фотографий, которые я использую. Если они прогрузятся, вот вы увидите. Вот. Я буквально каждый день занимаюсь тем, что создаю себе фотографии. Я использую их для сторис, например, мне надо что-то опубликовать. Я использую их для гайдов, которые, допустим, подписчикам дарю. Я использую их для рекламных баннеров. То есть, ну, просто вообще вот любую фотографию бери, пожалуйста. Любая подойдет. У меня просто большая задержка с интернетом. Вот видите, все вообще вот. Вот я стою в студии, у меня другая одежда, у меня макияж, а я, ну, как бы ничего для этого не прикладываю, никаких усилий. Все, руки, поза, все хорошо. Вот любую фотографию, какую не возьми. Ну, конечно, бывают какие-то те, которые не сильно удачные. Ну, по мне так их очень много. Вот она даже генерировала примерно в моем стиле. То есть у меня вот такое коричневое пальто есть. И сейчас она прогрузится, и вы увидите. То есть, чтобы создать фотографии, не надо ходить ни в какую фотостудию. Все, прикрепили фотографию, создал, себе сохранили, используйте. Фотографии здесь, на этом сайте, также можно оживить. Ну, допустим, давайте сейчас я, не знаю, что-нибудь тут сделаем. Обратим видео. Ну, единственное, с видео будет долго генерироваться, потому что, во-первых, у меня задержка тут с интернетом, а во-вторых, в принципе, для создания видео нужно чуть больше времени, чем для фото. То есть фотография делается буквально за несколько секунд, то видео, оно может и минутку генерироваться. Здесь такая же простая история. Загрузили фото, прописали промпт, что нужно сделать, чтобы было, ну, что на фотографии должен сделать человек. Ну, в данном случае давайте я просто напишу, что девушка улыбается. Улыбается и, например, и встает. Ну, не знаю, как он сгенерирует встает, потому что здесь у меня полный рост нету, и идет на камеру. Так, нажимаем вот сюда, и наше видео создается. Конечно, при генерации видео данный сайт иногда искажает лицо, ну, можно сделать несколько попыток и получить одну хорошую, удачную. Есть еще другой агрегатор, с телефона можно работать. Я вам показываю, как работать с компьютера. На самом деле на этом сайте также можно заходить с телефона и также использовать Креа для того, чтобы создавать свои фото и видео прямо с телефона. Но у нас еще есть чудо-бот, волшебный бот, который генерирует достаточно быстро и очень крутые видео. Прям вот, я не знаю, я его использую. Вот видите, вот он сейчас тут уже создает что-то. Сейчас прогрузится. Так, бот, я вам открою сейчас в Телеграме еще бот. У меня, я его открою на компьютере, но в целом вы понимаете, да, что это все можно использовать с телефона. Так, я уже вижу, что девушка там очень сильно улыбается, поэтому, возможно, что-то будет искажено. Но мы сейчас написали простой примитивный промпт для того, чтобы создать из фотографии видео. Мы можем сделать более долгий промпт, да, то есть прям детально описать, что девушка там медленно встает, ее улыбка не смеется. Ну, то есть можно прям прописать все дословно, что мы хотим. То удивительно, мы можем запросить в чат GPT составить нам промпт для создания такого видео. И он нам действительно ну, что-то вообще сильно кривляется, и он нам создаст это видео, этот промпт, вы его вставите, и, пожалуйста, все, у вас видео будет. Ну, вот, в принципе, видео загрузилось. Сейчас посмотрим, что вышло. Ну, вот она сильно хохочет, кокетничает, ну, в общем, как-то вот так, да, то есть примитивный промпт, примитивное видео. В целом, если нам нужно что-то более серьезное, мы просто корректируем это промптом. Итак, сейчас я вам покажу Telegram-бот, который также справляется со всей этой историей. Ну вот, например, здесь я генерировала фотографии и видео. Вот видите, да? Вот, принцип работает такой же. Вы создаете аватара, загружаете фотографии, 30 штук достаточно, и вот он вам делает любые фотографии с вашим лицом. Ну, вообще очень похоже. Я на фотосессии хожу, он примерно так же, ну, фотограф меня фотографирует. То есть вот я здесь в театре была, где тут на яхте каталась. Ну, вообще вот один в один, ну, прям вот я, да, то есть вы можете создавать себе такие же фотографии.
Так, сейчас мы закроем этот бот, откроем сайт. Итак, вот визуалы ленты, которые я создавала, достаточно просто, ну, за 10 минут можно создать визуал, собрать себе и получить красивую ленту. Причем вы можете это использовать и как обложку для Reels, и для Stories, и для постов. Ну, в общем, для всего. То есть контент вообще создается, ну, просто по щелчку пальцев. Почему я так много говорю про контент? Потому что, как я уже говорила, да, я специализируюсь на том, чтобы строить систему в блоге, которая приводит подписчиков. Вот обратите внимание, вот это вот мой блог, здесь 24 тысячи подписчиков. Сейчас, вот на момент, когда я вот записывала, то буквально тут прошло, ну, месяц, может, чуть меньше. У меня уже на 5 тысяч подписчиков больше. Все просто потому, что я построила систему через обычный контент в блоге, то есть используя фотографии, сгенерированные нейросетью, используя какие-то видео, которые я записывала с помощью цифрового аватара, где никто не может отличить, что это не я. У меня, получается, рилсы, посты, ну и вот какие-то рекламные макеты. Я веду себе трафик только через контент, который даже я не отсняла. То есть вы понимаете, да, что достаточно легкий, простой путь, и нейросети нам его сильно упрощают. То есть если мы раньше тратили часы, дни, недели на то, чтобы составить контент-стратегию, проработать каждый пункт, проработать каждое актуальное, проработать каждый пост, что-то там додумать, придумать, то сейчас это делается, ну, 2 часа максимум, ну, 3, может быть, это если уж прям сложные какие-то видео. Поэтому используйте нейросети для контента в своем блоге, не откладывайте его ведение, и видите, что результаты вас поразят. Просто сейчас еще очень много трендов разных, которые можно генерировать с помощью нейросетей и поднимать себе охваты, приводить подписчиков. А, соответственно, если вы построите еще на этом, на всем воронку, то вы еще будете иметь у себя в блоге клиентов. Ну, как, наверное, устраивать путь работы с клиентами, вам расскажет Кундуз. Я сейчас не буду в это углубляться, конечно, тоже об этом могу поговорить. Давайте, вы сейчас мне будете задавать свои вопросы по нейросетям, а я на них поотвечаю, потому что, ну, возможно, что-то было непонятно из того, что я показала. Давайте, не стесняйтесь, подключайте микрофон. Девочки, задавайте вопросы. Создавать фото, да, вот мы должны это самое загрузить какую-то программу, да, это кроме вот это чат GPT. Да, Или там Крея – внутри? это сайт вообще, это не программа. Крея – это сайт, вы можете зайти как с телефона, так и с компьютера, с любого устройства, с которым вам удобно работать. Если мне, например, удобно работать сейчас с компьютера, я делаю это с компьютера. Если я нахожусь где-то не дома, у меня нет с собой компьютера, я делаю это все в телефоне. Вы просто регистрируетесь на сайте. Там очень легко, с помощью Google аккаунта можно зарегистрироваться, можно придумать логин, пароль. И все, каждый раз будете просто заходить по своему логину и паролю и попадать на сайт. С телефона очень удобно зашел, загрузил, сделал. Единственное, ну, как бы не такой широкий интерфейс, он немножечко вытянут, но это всегда в мобильной версии, оно, ну, как отображается немножко по-другому. Да, вам не нужно ничего скачивать, вам нужно просто открывать сайт. Вот, и все. Ну, в боте, если в Telegram работать. Отправить, да, группу? Группу отправьте, да, вот этот сайт? Да, я отправлю вам ссылку на сайт и отправлю вам ссылку на бота. В бота заходите в Telegram, регистрируетесь, но там для генерации любого фото и видео обязательно нужна подписка. Я на базовом тарифе работаю, то есть там $10, $8-10 примерно в месяц стоит подписка, ну и хватает вот такое количество фотографий нагенерировать, ну и видео тоже в том числе. Ну, видео, конечно, больше съедает, поэтому если много видео создавать, то ну, надо будет просто токены докупать и все. Вот, еще какие вопросы? У вас есть видео, которые сначала что делать, потом что делать, потом что делать? Такое есть видео? Да, да, у меня такие Вы видео дадите, есть. да? У меня это отдельный курс прям обучающий, который там 5 уроков конкретно по созданию только фотографий, как генерировать промпты, где брать идеи. Ну, в общем, все есть. С Кундуз поговорим. Может быть, я вам предоставлю доступ к какому-то одному ресурсу, потому что ну, разобраться самостоятельно бывает сложно, особенно на сайте Крея, нигде не найти эту информацию.
Вот. А в боте синтекс, ну, конечно, тоже можно потыкаться, как бы самостоятельно что-то поизучать, но когда у тебя перед глазами есть уже пошаговое руководство, это значительно проще делается. Просто вот прям по урокам у меня ученики, которые на курсе, они по шагам делают все, что я говорю в уроке, и все у них получается. Я всегда делюсь промптами. Даже вот, например, я создавала визуал ленты, я сделала отдельно сайт, и там каждый может брать промпт и делать фотографии для себя. То есть вот это вот создано в боте Syntax. Это по текстовому описанию. Все фотографии по текстовому описанию. Здесь нет ни одной фотографии, которую я по картинке сделала. Вот это все по картинке. То есть вообще вот можно делать так, можно делать вот так. И я этим делюсь, да. Еще какие вопросы? Хорошо. Спасибо. Будем ждать. Так, у кого еще вопросы есть? Беркелек А, Стар здравствуйте. У меня такой Говори. вопрос. Сейчас актуально маленькие человечки работают. Вот именно их тоже можно же на этом сайте делать, да? Да, да, можно. Ну, если вы хотите, чтобы с вашим лицом конкретно маленькие человечки работали, то здесь, да, подгружаете свой стиль, прописываете промпт, он создает вам фотографию. Потом ее нужно оживлять именно в боте Syntax, потому что там есть сеть Klink. Если вы отдельно... Вообще, чем мне нравится бот Syntax, который в Telegram, да, который создает очень много разных креативных видео, это тем, что там очень много сгенерировано других нейросетей, которые позволяют создавать разного рода видео. Если вы будете заходить отдельно в каждую сеть, вам надо будет в каждой сети покупать подписку. То есть, ну, это достаточно растратно. А в боте вы покупаете на месяц за $10 подписку и пользуетесь всеми ресурсами, очень удобно. Да, и есть инструкция у меня, как записывать такие видео с микрочеловечками. Сейчас просто еще много трендов. Вообще за ними на самом деле не угнаться, за этими трендами. Я буквально сегодня записывала новый урок, потому что сейчас вышел этот тренд с рендерингом, с автоматом, сори. В общем, короче, классный урок. И вот когда выходит тренд, им надо пользоваться здесь и сейчас. Ну, кстати, с человечками очень прикольное видео, особенно если у вас какая-то такая специфика у ниши. Ну, например, там кондитер, да, можно взять, сделать, как маленькие человечки готовят там круассан, например. А если у вас ресторан, я вот для ресторана делала видео, стейк маленькие человечки у нас готовили. Если у вас салон красоты, да, вы можете там какую-то прическу сделать с маленькими человечками. То есть тренд любой можно адаптировать вообще под себя. Очень просто, быстро. Ну, и в телефоне вообще вот никаких не надо, ни людей нанимать, не платить им за это деньги, не ждать, не ТЗ им прописывать. Берешь, все делаешь сам. Ну, конечно, если когда-то у вас будет очень много это отнимать времени, да, и вы захотите тут делегировать часть, конечно, это тоже можно сделать. Сейчас люди специализируются на том, что создают контент с помощью нейросетей. Так, еще какие вопросы? А вот, например, это новые тренды появляются, а кто-то их может создать тренд и этот, чтобы за ним повторяли. Конечно, вы И можете самостоятельно, да, создать тренд. Чтобы создать тренд, вообще с любой нейросетью нужно просто, ну, немножечко креативностью обладать, то есть придумать, что вы хотите. Сейчас вообще можно мультики делать с помощью нейросетей. Ну, классно получается. Да, вы можете самостоятельно придумать какой-то тренд, воплотить его в жизнь, и он начнет вируситься, потому что все, что сейчас создается с помощью нейросетей, оно набирает какие-то нереальные охваты. Я вот перед Новым годом делала видео просто с подборкой фильма, но видео я сгенерировала в нейросети, там был замок. У меня просто ролик на 3 миллиона залетел. На 3 миллиона. Ну, как бы, ну, я не планировала, я хотела просто людей поразвлекать. И вы можете любой такой контент с нейросетью создать, и он также будет набирать просмотры, охваты. Вот, например, последний у меня, не могу здесь Инстаграм сейчас открыть, наверное, ролик я сделала просто эффект. Я сижу у себя в машине, и у меня вокруг вылезают розочки. Уже 300 тысяч неделя. Ролику неделя 300 тысяч просмотров. То есть такие ролики, они хорошо набирают просмотры. Если вы будете использовать вот эти вот нейро штуки, то у вас будут ну, больше просмотров и охватов собирать
ролики, ну, посты, рилсы, неважно, что вы будете публиковать, но это как бы неплохо, потому что таким образом у вас растет аккаунт, у вас как бы люди новые о вас узнают. Если они что-то найдут для себя интересное в вашем блоге, кроме контента нейро, да, то есть они заходят в ваш аккаунт с какого-то рилса, например, зашли, а у вас там все упаковано как положено, то есть вы там прописали шапку профиля с тем же чатом GPT составили, у вас там выложено как минимум 9 постов интересных, да, которые, ну, продают вас, вашу экспертность, ваши услуги, ваш опыт, то есть у вас есть кейсы, все, в общем, там они смотрят, то есть они зашли просто позалипать с рилса, попали в хорошо упакованный блог и попали в вашу воронку, систему, и дальше вы просто работаете с этими людьми, ну, я не знаю, там, по закрытой воронке, по какому-то массовому продукту. Здесь как бы, ну, это уже другая немножечко история, но, тем не менее, привлекая внимание вот этими сейчас трендами, созданными с помощью нейросетей, вы увеличиваете шансы привлечения к себе в блог не только подписчиков, но и клиентов. Так, еще какие вопросы? Еще один вопрос. А вероятность того, что нам мобилографы не понадобятся, есть такая вот вероятность большая? Или все же мобилографы нужны будут? Но смотрите, для чего вам нужны мобилографы? Если вы снимаете, скажем так, какой-нибудь такой лайв-контент, ну, например, интересные там кадры, да, собираете видео там на улице, за работой, конечно, здесь не обойтись без ну, мобилографа, человека, который будет снимать ваши, ну, видео, да, помогать вам их там монтировать. Если вам нужен контент, скажем так, разговорного формата, ну, то есть вот ролик, когда вы стоишь и говоришь там, вот, там, не знаю, этот тренд захватил Инстаграм, я по своей теме сейчас просто говорю, я просто не знаю, в каких вы нишах специализируетесь, я как бы на своем примере, да. И если я вот это вот просто хочу сказать, то у меня это делает HeyGen. То есть я записала, обучила, и он за меня говорит. Я ему пишу фразу, какую сказать, он мне делает, я ролик, ну, видео себе беру, обрезаю, накладываю на него текст прямо в Инстаграм, вообще не заморачиваюсь, и публикую. Все. То есть вероятность того, что вам не так часто понадобится этот подрядчик, ну, человек, да, помощник, она очень большая. Здравствуйте, Лариса. Хотела задать вопрос. Вот только что говорили о хайджине, да? Вообще-то можете рассказать, что это такое, да? Это сайт, это нейросеть, она через сайт работает, ну, также с телефона можете зайти. Это, ну, нейросеть, которая создает вашего видео-аватара. Вы загружаете туда исходное видео, там есть определенные требования к загрузке видео, ну, то есть все подряд там тоже он не сможет обработать. Вы загружаете видео длительностью не менее 5 минут, вы 5 минут что-то либо стоите, говорите, либо сидите, говорите. Допустим, одно видео в одной локации, другое видео в другой локации, в другой одежде. Ну, условно говоря, пришли один раз в студию, там на час сняли себе, арендовали студию, сели себе, записали со всех сторон. Все, потом вы просто берете и делаете нарезку из вот этих полученных видео. Вы вставляете каждый раз промпт, каждый раз новые слова, он каждый раз говорит новое. Все. Это очень удобно, но, говорю, нужно соблюдать определенные требования перед тем, как записать исходное видео. Загружаете потом это все на сайт. Но там, знаете как, не получится так, чтобы вы записали видео, и кто-то за вас его сделал. Почему? Потому что каждый раз, когда вы будете создавать видео, у вас сеть будет просить произнести какую-то фразу, ну, в камеру онлайн. То есть я пробовала, у меня есть клиента, мы с ней, ну, примерно похожи, там, знаете, по комплекции, по цвету волос, ну, конечно, у нас разное лицо. Я ее видео загрузила, начала говорить эту фразу, говорит, нет, это не вы. То есть здесь только, ну, вы сами сможете и обучить, и загружать, и давать команды. Вот. Ну, несложно в выполнении. Сложно соответствовать требованиям. Возможно, по шагам пройти. Ну, опять же, если в уроке смотреть и делать все как сказано, то вы не ошибетесь. Вы сделаете все последовательно, оно у вас загрузится, обучится, и дальше вы просто его используете по назначению. Есть, кстати, еще видеоаватар можно делать с помощью приложения в телефоне, Captions называется. Наверняка вы про него слышали. Это вот где вот эти вот субтитры красивые, яркие вылетают. Вот это приложение сейчас имеет возможность обучать своего аватара.
Единственное, что я заметила, он, когда говорит, он с каким-то эхом. Даже вот я текст, если прописываю, немножечко чуть замедленно. Но если люди с вами не знакомы, и вы записываете долгий урок, то ну, не сильно заметно. Я пробовала, ну, я как бы записываю такие ролики в качестве теста, вот, ну, выкладывала себя там на канале обучения. Ну, конечно, люди сказали, да, ну, как бы заметили, что голос немножечко не такой, ну, мало ли что, вот, как бы, поэтому хороший такой ресурс с телефона, удобно, просто приложение вообще обычное, там еще и титры можно накладывать, и нарезать, там, ну, как бы у него тоже много возможностей, но единственное, что вот сам видеоаватар, на мой взгляд, там не такой реалистичный, как в HeyGen. Поэтому если вы заморачиваетесь с созданием своего видеоаватара, то используйте HeyGen. Так, еще. Есть еще у вас вопросы? Все, вопросов ни у кого нет? Хотела Давайте. еще спросить, да, как специалист, скажите, пожалуйста, вообще вот оставаться только с этим нейросетью, это хорошо? Или вот истинное, душевное хорошо сделать вот это, которое мы делаем, сторис, рилс, вообще? Ну, поняла ваш вопрос. Я, как бы, конечно, учитывая то, что я очень много этими нейросетями занимаюсь, но и у меня есть своя даже копирайтинговая нейросеть, да, на основе чата GPT работает, я могу сказать, что такой контент нужно миксовать. То есть если мы будем бесконечно выходить в сторис не мы, ну, например, там, картинками, да, скажем, там, сторис публиковать красивыми картинками, то в какой-то момент, ну, вот это вот доверие к вам, как вот к специалисту, как эксперту, у людей оно начнет падать. Да, удивлять можно, да, для постов фотографии генерировать нужно, но почему нет? Они всегда получаются интересные, необычные, не говорю, не надо ни в какие фотостудии ходить, тем более для поста можно там от 3 до 5, там, до 20 даже фотографий сделать, ну, как бы, пока ты их пойдешь на фотографируешь, тоже сколько времени пройдет, но здесь нужно миксовать, то есть если, например, у нас лента, да, вот я, например, кондитер, да, если я вот здесь буду публиковать только мультяшные, скажем так, ну, созданные нейросетью, они хотя, ну, реалистично выглядят, да, круассаны, ну, может возникнуть вопрос, а их вообще умею готовить? Ну, то есть работы свои, кейсы свои, они должны быть реалистичными. Если вы, например, ведете, ну, допустим, вот я продюсер, да, я провожу консультацию, я сижу с клиентом, общаюсь, да я лучше сниму это на камеру, поставлю штатив, и пусть это будет в реальном времени, может, не так красиво, не так вылезано, но это будет реально. И люди будут видеть, что, ну, реально это происходит, что такое есть, что я как бы никого не обманываю, что у меня там есть там клиенты, да, с ними там какие-то стратегии обсуждаем. Если я делаю маникюр, то лучше я должна показать, какие результаты работы, да, свои. Поэтому если я буду генерировать картинки нейросетью, ну, это тоже такое себе, ну, а может, я плохо делаю маникюр, кто ко мне пойдет? Поэтому здесь надо миксовать. Я рекомендую вот миксовать. Особенно вот смотрите, если я вот я как продюсер записываю много уроков, мне, конечно, проще эту часть отдать Хейджену, потому что, ну, он реально реалистичный. Я просто наложу презентажку, посижу, посмотрю, как это получилось. Если меня устроит, я выложу этот урок. Все, я не буду тратить на это там часы, на монтаж, на сборку, на все про все. Но если я хочу выходить в сторис и продавать свои услуги, то лучше я это сделаю лицом, да, я выйду, всем скажу, там, привет, там, у меня сегодня вот такая вот акция. Поэтому здесь надо такой баланс выдерживать. Вроде как и красивые фотографии, они имеют место быть, потому что они, ну, профиль украшают. Ну, согласитесь, да, вот яркий такой, сочный профиль. Но если у меня все будет только из таких фотографий, то люди, ну, в какой-то момент зададут вопрос, а как она вообще выглядит, если в сторис ее не видно, здесь у нее одни картинки. Поэтому миксуйте. Ничего нет плохого в том, что вы будете часто это использовать. Просто периодически появляйтесь в сторис, в рилсах со своими клиентами. Показывайте себя, чтобы, ну, вот там процентов, ну, скажем так, 50 на 50, я думаю, ну, по мне так это нормально. Так, еще какие вопросы?
Еще я хотела задавать вопрос вот о субтитре, да? У нас на госязыке очень сложно. Мы постоянно пишем от руки вот эти субтитры постоянно. А какой этот предлагаете нам, кроме captions и это самое прочее? А в Инстаграм, когда используете, вы титры используете в сторис или титры используете в Reels? На видео постоянно, да? На видео. Но видео Мгм. где? В сторис или в Reels? Просто в Reels есть вообще Reels. опция. В Мгм. Reels. Там есть опция, там можно подставлять свои титры. Он ваш язык не распознает? Да, это очень сложно у нас. Еще у нас этот ю есть у нас в нашем алфавите. Очень сложно. Более похоже на казахский-то есть, но у нас же другой язык, поэтому очень сложно у нас. Постоянно пишем от руки. От руки. Ну, вообще, если, допустим, ну, я не знаю таких приложений, которые идеально распознают язык, потому что даже я вот, когда что-то наговариваю, я тоже правлю. То есть у меня не бывает такого, что я записала, у меня все титры идеальные. Но я вообще использую я вообще сейчас титры, если честно, не использую. Я использую CapCut. Там есть автоматические субтитры, и есть возможность редактировать видео. То есть я вообще полностью, если вот что-то по монтажу, по наложению текстов и так далее, это я использую CapCut. Но я не знаю, если там встроенный ваш язык, но вообще, я думаю, должно быть, потому что это иностранное приложение, и поэтому как бы там можно посмотреть, какие языки доступны. Ну, вот так вот, чтобы есть такие нейросети, которые понимают все языки, я думаю, нет. Они обучены в основном на основные языки, да, там русский, английский, на какие-то еще, может быть, да, ну, придется все равно править. Ничего здесь не поделаешь, если он не распознает. Ну, и говорю, он и русский язык бывает не распознает. То есть там слова коверкает, по-своему пишет. Попробуйте CapCut еще. Спасибо. В CapCut, знаете еще, что хорошо? Это же тоже нейросеть, ну, просто она в приложении. В CapCut очень удобно, можно закачивать любые шрифты, ну, то есть какие-то нестандартные, не те, которые конкретно там встроены. Можно выбрать любой, который вам нравится, закачать и использовать его. Вот у меня там порядка 20, наверное, своих шрифтов, которые я закачивала с сайта. Ну, вот сейчас вот эти вот модные, которые как засечками такие. Вот, и широкие, жирные, тонкие. То есть я их туда себе закачала и, ну, и их использую. Если хотите, могу прислать ссылку на диск, где у меня эти шрифты собраны. Ну, могу вообще, в принципе, выслать. Давайте, было хорошо очень. Да, ну хорошо, я пришлю вам Ага, эту спасибо. ссылку. Я подумаю, как вам. Либо ссылку пришлю, потому что там по ссылке, когда проходишь, нужно все равно каждый шрифт себе отдельно скачивать. Либо, ну вот, которые сейчас на пике популярности, там их, ну вот, на мой взгляд, 6 штук вот таких вот актуальных шрифтов, которые сейчас используют, ну, все такие эстетичные, красивые. Могу просто прислать эти шрифты, а вы загрузите себе в телефон. Это очень просто делается. Этот файл в определенном формате, вы этот файл закачиваете себе в телефон, ну, если iPhone там, или Android, просто файлы телефона, и потом, когда открываете любое вообще приложение, Captions, это CapCut, вообще любое абсолютно приложение, вы загружаете в это приложение просто свои шрифты. Ну, даже Canva, например, в Canva вот я тоже часто что-то оформляю, я тоже туда шрифты закачала. То есть все приложения, которыми я пользуюсь, ну, для каких-то своих нужд, туда очень легко просто закачать. Вот. Еще какие вопросы? То есть куда вот любое приложение, по сути, мы привыкли приложение, а это тоже все искусственный интеллект, это все создано с помощью нейросети. Это называется по-другому. Так, давайте. Есть еще вопросы? Вы ответы на свои вопросы получили, наверное, да? Но скажите, а вы вообще вот планируете применять в своей деятельности, например, те же нейрофотографии, ну вот созданные с помощью, ну, сайта Да, это Креста? было очень полезно, спасибо. Очень удобно. Да, это очень удобно, быстро и просто. Говорю, вот у меня даже племянница ей 12 лет, она сама создает себе фотографии. Ну, я прошу, там, сделай мне какие-то фотографии, она мне референсы находит и создает. То есть, говорю, справится вот вообще любой человек без каких-то определенных навыков.
Вообще не надо ни инженерного образования, ни дизайнерского, никакого, ни архитектурного, ну вот эти вот все технические специальности. Просто желание, время и все. Больше, мне кажется, ничего не нужно, чтобы заниматься. А в каких нишах вы, ну вот из каких вы ниш здесь? Просто я не знаю. Допустим, Продюсеры. сейчас у меня эксперт в сфере бьюти-сфера. Мгм. Да. Ну вы Что продюсеры, да? предлагаете? Ага. Ну, Визажист. мне просто интересно, но вот продюсер очень удобно. Вообще вот чат GPT в этом отношении очень сильно спасает, да, прописал стратегию, расписал эту стратегию, то есть он тебе дал базовые вещи, ты попросил его каждый пункт отдельно раскрыть. Там элементарно воронку он тебе может составить, потому что он мне даже в тот раз составлял воронку, что интересно. Сейчас очень много сервисов. Вот, например, я когда вот показывала, да, вам сейчас здесь вот, что я веду вот так себе трафик. Вот это вот все я делаю с помощью сервисов. То есть, чтобы люди у меня там за кодовое слово на меня подписывались, откуда у меня столько подписчиков взялось, я им даю полезный материал за подписку. И вот чтобы этот полезный материал им выдать, есть несколько сервисов. И вот один мне очень нравится, у него уже искусственным интеллектом встроены все воронки, вообще готовые шаблоны. Заходишь, сейчас, кстати, вам открою. Заходишь на этот сайт, вот он, ChatPlace у меня, вот, смотрите. Вот это все готовые шаблоны. Вот это все, это вот у меня кодовые слова, да, по которым что-то я где-то выдаю, и вот это все готовый шаблон. То есть я захожу, выбираю шаблон, вообще очень просто. Хочу, например, чтобы, ну, вот он мне, не знаю что, проверил подписку, да, выбираю вот этот шаблон, ну, выбираю любой аккаунт там какой. Вот мой блог, например, берем. Просто мы сейчас вот показываю, как это делается. Зашли, здесь уже выстроена вся цепочка, вот вся, вот она. Что должен сделать человек, что должен сделать бот, чтобы, ну, человек на вас подписался и, например, он проверил, подписан на вас. Ну, то есть я, чтобы выдать, допустим, полезный гайд, да, или чек-лист, я, ну, проверяю подписку. Я говорю, что я вам выдам только после подписки. Все, вот вы заходите и заменяете все сообщения на свои. Ну, вот, допустим, привет, хочешь получить урок, да, там, по настройке автоматизации в директа. Я, может, хочу сказать, привет, хочешь получить мой полезный гайд, как оформить сторис. Все, исправила. И здесь заданы все условия. Вам вообще ничего не надо делать. Вот бот проверит, что он нажал кнопочку «Хочу». После того, как он проверил, вот он написал, что я не увидела подписку на ваш аккаунт, да, он раз, отправляет его еще раз. А здесь вот он увидел подписку, говорит, все, я увидел, пожалуйста, забирай. Вот он урок подгружается вот сюда. То есть здесь вот такое окошко вылетает. Ну, можете ссылку вставлять, можно там шаг на следующий перевести. То есть здесь все просто. Если я, например, хочу выдавать, да, гайд, здесь есть готовый шаблон, чтобы просто выдавать гайд за подписку. Вот я сейчас найду, передвину это окошко. Вот, проверка тегов и подписки. Всё, выбираю. Вообще ничего не надо. Ну, можно, конечно, сидеть вручную создавать все эти автоматизации, и частично я тоже делаю это вручную, потому что иногда мне нужно сложную прописать цепочку, да, с догоняющими сообщениями, там, с догревающими, прогревающими, там, триггеры подключить. Вот, цепочка создана ботом, она рабочая, они мной оттестированы, и не только мной. Знаете, сколько пользователей у этого сервиса? Все, захожу, опять меняю свой текст, вот, который он здесь предлагает, на свой. Вот он, значит, зашел, поприветствовал, проверил подписку. Если проверил подписку, он ему предлагает, давай я тебе выдам. Если он не подписан, он ему дает сообщение. Ну, здесь надо проваливаться, да, в каждое сообщение и читать. Вот эти вот условия и действия, это вот, ну, например, соблюдено ли было условие, то есть, ну, подписан ли был человек, можно ли ему выдать эту подписку. Все, вот он проверил сам, вы ничего не делаете, вы спать можете. Я вот уехала один раз просто отдыхать на 3 дня, захожу в Инстаграм, у меня там 3000 подписчиков. Просто, ну, а я запустила Reels и по кодовому слову выдавала гайд. Все, вот 3000 подписчиков. Я ничего не делала, я даже в сторис не выходила. Вот, получается, здесь вот он проверил, здесь, когда все условия соблюдены, он просто выдает. Даже если в какой-то момент вы даже сайт подключили, куда человек должен прийти на оплату, он может проверить кнопку, нажимали вы кнопку, ну, перехода на сайт, и если не нажали или не оплатили, он напишет, вот, прошло 10 минут, я все жду, когда ты нажмешь на кнопку. Это очень удобный сервис автоматизации, но он хорошо работает, например, в запусках. То есть если, допустим, вы
запускаете какой-то продукт, и вам нужно прогреть аудиторию, вы делаете рилс, скажем так, экспертный, да, в котором, ну, тему, как обычно, да, мы там раскрываем, но не до конца, показывая свою экспертность, предлагаем там побольше узнать, например, в каком-то видеоуроке или в статье. И вот эту статью мы загружаем вот сюда в сервис, в чат-плейс в этот, и все, оно все работает само. То есть человек, который с рилса приходит к вам или к вашему эксперту, не имеет значения, он автоматически попадает в вашу воронку, и вы потом с этой базой можете работать. Здесь можно прям логику всей цепочки. Логика – это последовательность шагов и действий, которые должен пройти человек, чтобы, скажем, дойти до покупки курса, до покупки продукта, до покупки дорогого обучения, до консультации, в конце концов, анкету предзаписи запомнить. То есть вы выстраиваете всю эту цепочку последовательными сообщениями, берете либо готовые, либо, допустим, сами доделываете, либо специалиста можно нанять, который это делает там, за 10 тысяч рублей, он такую воронку сделает, там вообще работать будет 3 месяца. Вот. Все. Цепочка простроена, люди заходят с рилса, попадают. Вы просто заходите потом, допустим, вы ввели на анкету предзаписи. Вот она, нейросеть, ведет всех на анкету предзаписи. Вы заходите, смотрите, и, соответственно, начинаете обрабатывать людей. Я не знаю, вы там работаете так по закрытым воронкам, когда, с анкеты предзаписи с людьми ведете беседы. То есть это когда дорогие продукты продаешь, да, лучше через анкету предзаписи это делать. Все, вот вы зашли, каждый день заходите, у вас лиды, условно говоря. У вас пришел трафик бесплатно, или за деньги с рекламы. Вы его обрабатываете, все. А они вот здесь по воронке идут, им приходят сообщения. А ты посмотрел урок, а спасибо, что ты прошел анкету предзаписи, а возьми мою статью. А вы взяли еще и статью им сделали просто по продающей структуре, что он не только получил пользу в этой статье, но еще и прогрелся к вам. Он вас там первый раз видит, да, а тут он вторая точка касания, он к вам еще больше прогрелся. И получается, таким образом человек, читая статью, там, если в нее зашиты кейсы, какие-то результаты ваши, он потом просто, понимает, что, да мне надо вот к этому человеку идти там на консультацию, на услугу, да и мне курс надо у него срочно покупать. То есть очень удобная штука, вот это вот наглядно показывает, как нейросети помогают вообще, в принципе, даже вот такие вот сложные пути выстраивать. Если интересно, кстати, пришлю ссылку на этот сервис ChatPlace. Там есть 12 дней пробного периода и очень много уроков, которые вы можете пересмотреть, самостоятельно создать по урокам воронку, либо обратиться там. Потом стоит, в зависимости от задачи тарифов, порядка $25 в месяц стоит сервис. Это средняя цена, сейчас все сервисы автоматизации столько стоят. Если интересно, если нужно, вы обратную связь Кундус, когда дадите, я вышлю все, что вам потребуется. Я поняла, что вам надо прислать шрифты, я пришлю вам ссылки на ресурсы, где можно генерировать фотографии. Если нужно, могу прислать и на сервис автоматизации, потому что очень удобно, очень удобно. Я использую. Мне вот прям комфортно. 5000 подписчиков пришло, 2 недели у меня прошло, они постоянно приходят, потому что я строю вот такие воронки, с помощью нейросетей. И я не бегаю тут, каждое сообщение никому в директ не отвечаю. У меня директ завален, я туда даже не могу зайти, ничего прочитать. Нет, я могу зайти прочитать, но у меня настолько там много сообщений, что они теряются. И я не жалуюсь, но это хороший такой способ, потому что я с этими всеми людьми в своем директе работаю, выстраиваю вот эти вот пути. Они такое сообщение получили, они урок от меня получили бесплатный, они получили какую-то гайд от меня, полезняшку, и все равно с ними идет периодическое взаимодействие. Я выстраиваю рассылки и их догреваю. В какой-то момент они просто идут и покупают мои продукты. У меня недорогие продукты, у меня по обучению, да, но если у вас хороший дорогой продукт, у вас или вашего эксперта вообще классная штука. Так, давайте, какие еще есть у вас вопросы? А можно вот пройти? Вот здесь вы сказали, что 12 дней бесплатная версия, а потом дальше уже платная, да? Да, потом $25 стоит. Я говорю, зависимо, это минимальная сумма. Там зависит, знаете, от чего? От количества подписчиков, которые заходят в вашу воронку. То есть зашел там 2000 человек, это $25 стоит. Зашло 20 тысяч человек, это, естественно, стоит дороже. То есть от количества участников в боте, с которыми вы работаете, увеличивается стоимость. Это нормально, это везде, все сервисы так работают. Это единственный пока что сервис, который я знаю, который имеет готовые шаблоны, где ничего не надо делать. Пока что остальные сервисы нужно настраивать вручную, или с помощью этих специалистов.
А на этом сайте как регистрироваться? Несложно? Не сложно, с помощью Google аккаунта. Там заходишь через Google аккаунт, подтверждаешь, и если вы, допустим, в команду кого-то себе добавляете, там, специалиста, который за вас это будет делать, ну, просто его почту вводите, и все, и он там делает все за вас. Ему не надо доступ даже давать, у него будет просто, захотели его, удалили потом, ну, мало всякое бывает, подрядчики там не устраивают, можно его просто удалить. То есть вы добавляете его, условно говоря, себе в команду. Вот. А вот, например, мне нужно будет через аккаунт моего клиента это все настроить. В этом случае как нужно будет сделать? В этом случае, ну, вы можете, смотрите, ну, во-первых, надо клиента предупредить, да, о том, что вы будете сервис подключать. Кстати, этот сервис Инстаграм не блокирует. Вот, ну, бывает же сервисы подключаешь, он там что-нибудь там, ну, глючит, выбивает, там, что-нибудь пишет, какие-то предупреждения. Нет, у него API в доступе, ну, это такой код, который Инстаграм одобрил. Ну, типа, Инстаграм сказал, я этому приложению разрешаю. Вот, вы, значит, заходите с телефона или с компьютера и подключаете здесь аккаунт. Сейчас я попробую показать. Так, ну, аккаунты, вот, заходите, подключаете либо Telegram-бота, ну, который вам нужен, либо Instagram-аккаунт. Здесь вводите, да, с помощью Instagram, подтверждаете, ну, и это можно сделать с телефона, а потом, если удобно, заходить с компьютера, ну, или в целом работать только с телефона. Он сейчас расширил свою версию, с телефона тоже можно делать все легко. Да, вы подключаете Instagram-аккаунт вашего клиента, ну, или, ну, тот, который вам нужен, и все, и просто создаете дальше шаблоны, воронки. Я, кстати, записывала урок, как работать с помощью этого сервиса, ну, такой короткий. Пришлю, ну, Кунду скажет, куда я ей все вышлю. Да, вы посмотрите, с телефона очень просто подключил, создал, отправил, все работает. Вот, в дальнейшем, если допустим, это делает, допустим, ваш клиент платит, да, то есть он заходит с помощью своего Google аккаунта, он делает все эти шаги самостоятельно. Ну, допустим, бывает же, люди не дают там к Инстаграму доступ, да, свой. Вот, он заходит сам, вы ему скидываете ссылку, он по этой ссылке проходит, регистрируется, оплачивает вот этот первый там базовый тариф, например, сразу же подключает Инстаграм аккаунт и добавляет вас по номеру почты вот в этот сервис. Ну, в любой сервис так можно добавлять. Вот, добавляет в сервис, и вы уже просто сидите и составляете все вот эти воронки. Всё. Человеку даже не нужно вам давать доступ к Инстаграм, но вы всегда будете видеть директ. Сейчас я попробую тут тоже вот вернуться, показать. У меня же здесь есть диалоги. Так, ну вот чаты, да? Вот смотрите, вот у меня вот сколько чатов открыто. Вот. Все, вы заходите и увидите все здесь диалоги, которые открыты. Зашли, посмотрели. Вот человек просил урок. Мы ему сюда что-то написали. Ну, иногда здесь не отображается вся, скажем, переписка. Если отвечали с инсты, то здесь она не отобразится. Если отсюда отвечали, то в Инстаграм все отображается. И все, и вы здесь можете заходить и общаться с людьми. Тоже, ну, как бы, чтобы человека не дергать, да, там нужно зайти все проверить. Вот, поэтому тоже способ, созданный с помощью нейросетей. Используйте, применяйте в работе. Так, еще, может быть, какие у вас есть вопросы? А вот просто сейчас. Это если вот на кыргызском языке тоже будет это читать, да? Или можно на кыргызском, или только на русском нужно будет? Почему? Он на разных языках работает. Вы же вводите вот здесь, когда ну, сами воронки составляете, в тексте сообщения вы на своем языке пишете. Вы же на компьютере, там у вас же свой язык включен, на телефоне свой язык включен. Поэтому на том языке, на котором вам нужно, вы пишете, и он также ну, его распознает. Классно. Да, удобно. Угу. Чтобы настроить, вот взять специалиста, и чтобы он мне настроил вот такие вот воронки, и это сколько стоит вот эта услуга, получается? Ну, я вам в рублях назвала, сейчас я попробую в доллары перекинуть. Ну, у нас это вот большая воронка, да, стоит примерно 10-15 тысяч рублей. Сколько это будет в долларах? А вы там, может быть, переведете, да, себе. Сколько сейчас долларов стоит? 80? Ну, 100, 120, 150 долларов. 120, 150, максимум 200 берут, но это прям за полный вот этот вот упакованный прям с рассылками, с загревающими сообщениями. Единственное, что есть специалисты, которые просто составляют воронки,
Вы им говорите, что вы хотите, а он составляет. А есть специалисты, которые продумывают всю цепочку сообщений. Но вы можете обратиться к чату GPT. И вот здесь он мне даже где-то, сейчас я найду, продающий прогрев, курс нейросети. Я его прям просила составить мне. У меня здесь этот VPN отвалился. Не смогу сейчас зайти в чат GPT, отключила VPN. Он же с VPN у нас работает в России. В общем, я его просила составить мне воронку, и он ее составил. Прям по шагам все расписал. Я взяла, потом это все перекинула своему техспециалисту, и она зашла и сделала. То есть я как бы себе, конечно, тоже воронки вручную редко делаю. Но когда мне быстро что-то надо, я зашла, чтобы он выбрала, сделала, все, полетела. Вот, поэтому вы можете запросить чат GPT, он вам пропишет прям всю воронку по шагам, и вам не надо будет лишние деньги за это платить человеку. Вы ему отдаете, то вам прописать, в какой последовательности, он накладывает это вот сюда. Вот. Ну, в вашем случае, наверное, вам специалистов по этой нейросети, конечно, можно найти в любом месте, но, может быть, даже удобнее, чтобы были с вашей стороны, потому что, там вот эти системы оплаты подключать, потому что у нас же тоже, такие есть какие-то ограничения. Не все карты принимают оплаты, поэтому у вас, наверное, проще в этом отношении. Никаких запретов и ограничений нет. Так, еще какие вопросы у вас? Увлеклась тут, моя любимая тема. Я вот как раз увлекалась именно чат-ботами, и это очень упрощает работу. А вот это то, что, например, если мы вот подключаем чат-бот, и она попадает, получается, в таблицу, да? Excel-таблицу можно подключить ее. CRM-ку? Вообще, я думаю, можно. Я не подключала CRM-систему. Если у вас к инсте подключена CRM-система, у вас все будет туда попадать. То есть я сейчас, это не CRM-система, но все это можно синтегрировать, да. И очень много Инстаграм, CRM одобряет. Там даже если когда в настройки заходишь, видно же все. Поэтому можно, чтобы вам попадало все в CRM-ку. Это вот уже должны специалисты по CRM-системам подключения делать, либо какие-то настройки вводить, потому что там же поля должны совпадать, и вы должны какие-то свои задачи чтобы видеть, чтобы они отображались. Поэтому здесь как бы такая тандем должен быть, связь с несколькими людьми перед тем, как все это досконально, окончательно настроить. Это делается всегда все один раз. Может быть, займет 2 недели. Чтобы прям все процессы до ума довести. Но оно работать будет, просто годами, не годами, полгода вы будете там корректировать что-то, добавлять, но это прям работает. Так, ответила на вопрос? Да, спасибо большое, прям шикарно. Вот то, что ждали, наверное, и все получили, так скажем. Отлично, я очень рада. Если у вас еще есть вопросы, задавайте. Я просто не знаю, там насколько эфир, насколько у нас Zoom, у нас в России по 40 минут. У нас нет платной версии. Лариса, я хотела сказать это самое, вот который только что вопрос задавала Бади, да, мой Аиза. Вчера мы создали один рис, мы хотели дальше, да, вот дальше, вот написали на 2 риса тексты, и мы буксовали. Почему? Как-то вот идея это самое как-то не пришла, вот на этом оставила. Вот это мне так понравилось, вот эта цепочка. Можем, да, дальше с этим работать, мне кажется. Вот. Вы можете, да, составить цепочку. Вот смотрите, она же очень просто составляется. То есть вы создаете Reels. Вот у меня 3 точки входа в продающие актуальные. Я вообще вот эта вот тема, она тоже, скажем так, одна из главных была. Я очень долго по ней проводила обучение. Здесь надо работать. Вот именно вот в этой схеме надо работать. Вы создали Reels, вы перевели людей куда-то. Либо в воронку завели, вот в чат-бота, либо завели в продающие актуальные. Но там тоже надо заводить чат-бота, потому что, представляете, Reels залетит. Вот просто
сначала у вас там 200 просмотров, потом 200 тысяч. Вы не сможете ответить никому, у вас все рухнет, вы, ну, просто вот такая вот голова. Поэтому сразу надо подключать все системы автоматизации. Вот. А если у вас какие-то возникают, ну, вопросы с тем, что какой рил снять, на какую тему, ну, вы спросите прям чат GPT, он реально дает хорошие наводки и идеи, и вы потом просто можете это, ну, как бы переложить на, ну, на то, что вы хотели довести. Его надо просто докрутить. Вы же можете чат GPT спросить, напиши мне 5 там продающих рилсов, которые там в топе, в тренде, там в такой-то нише, вот, ну, он вам дает 5 идей. Вы ему говорите, а теперь пропиши мне, пожалуйста, воронку, как мне вот с этого рилса человек будет попадать, ну, скажем, там, на анкету предзаписи. И вам чат GPT все расписывает. Вы берете, ну, допустим, если там что-то не хватило, вы ему еще задаете задание. И уже вот это вот готовое все вы начинаете, допустим, перекладывать на чат-бот, на продающие актуальные, на какие-то посты. В общем, ну, собираете, да, это как бы кажется, что ну, такое все быстро, смотришь, ой, ничего не понятно. Нет, на самом деле просто сесть нужно и по шагам все, как там написано, сделать, и оно получится. Ну, я вот использую все его подсказки по рилсам, которые он мне дает. Что-то вирусится, что-то нет. Что-то просто, ну, там, набирает какие-то свои просмотры. Но сейчас сильно падают охваты, просмотры, вот это вот, ну, как бы, надо понимать. Плюс, если у вас экспертный контент, и вы его публикуете, ждать или продающий ждать от него шикарных результатов, ну, наверное, не стоит. Но всегда экспертный контент привлекает ту аудиторию, которая, ну, нуждается сейчас в каком-то ответе на свой вопрос. То есть все, кто к вам пришли, это люди горящие, и с ними надо работать здесь и сейчас. Если вы им напишете потом через неделю, они не вспомнят вообще вас. Кто, с какого рилса, где я вас там увидела. Нет, вам нужно с ними работать сразу. Вот для этого выстраивается цепочка, вот эта вот вороночка небольшая, что они зашли, они вот с такими глазами хотят решить вопрос, они получают ответ на свой вопрос, вы им предлагаете что-то, что позволит им еще решить их проблему, да, или там зовете на консультацию. Ну, то есть работать надо здесь и сейчас. Поэтому, когда вы сидите и говорите, вот, ну, там, что-то идеи не пошли, спросите у чата GPT, он вам подскажет. Ну, еще я, знаете, что рекомендую? Пересматривать контент. Ну, не тот на конкурентов там, или что, просто есть ленты рекомендаций. В настройках Instagram можно зайти в профессиональную панель, покрутить вниз, он вам предложит новые идеи. Вы заходите, смотрите идеи. Он много предлагает идей, и вы просто подбираете то, что вам откликается, он дает трендовые звуки, то, что залетело, то, что пользуется популярностью у подписчиков. Вы просто, ну, вот, смотрите этот контент и делаете. Так, это вот он у нас. Не отключу. Вот, вы просто смотрите и делаете, получается, ну, что-то адаптируете под себя. Очень много интересного контента. Знаете, может, вообще там вы продюсер, а вам там с ниши маникюра прилетело, ну, вам понравился формат, подача, музыка, ну, вы сделайте это под себя. Формировать, ну, вот тренировать вот эту насмотренность, ее нужно, потому что в какой-то момент у вас по щелчку пальца будут все эти, ну, видео получаться. Как бы ну, все, я всегда вот, нет идей, я иду в подсказки. Я когда создавала свою нейросеть, она у меня под копирайт заточена, она у меня как раз под соцсети. То есть я очень долгое время продвигала и привлекала клиентов для своих клиентов. То есть я растила аккаунты другие, и у меня, ну, десятки аккаунтов, которые я там вырастила на несколько тысяч подписчиков контентом. Вот никогда у меня не было клиентов, которые готовы были платить за рекламу, даже когда таргет у нас был, ну, в России разрешен. И я вот этим контентом, ну, как бы пробивала всю баннерную слепоту, привлекали клиентов, то есть очень много. И когда я вот эту нейросеть начала, рубрику вот эту под Инстаграм создавать, я туда весь свой опыт вложила, я эту нейросеть обучала, и у меня сейчас там даже есть рубрика, просто заходишь в пост, он пишет пост. Прогрев, он пишет прогрев. Ну, то есть выбираете, условно говоря, рубрику, и он вам выдает, о чем написать. Понятно, что он дословно может прописать, может не прописать, но вы уже понимаете, это рыба-скелет, по которому вы можете дописать свои слова. Очень удобно. Поэтому и чат GPT, он также может вам помогать. Просто его надо пообучать. Вот. Если хотите, могу прислать и на свою нейросеть ссылку, посмотрите, попробуйте, что вам больше подойдет. Но у нас в России очень удобно, потому что она без VPN работает. Как бы, а чат GPT с VPN, не все могут им пользоваться.
У вас больше преимуществ на самом деле, поэтому пользуйтесь ими. Вот. Ну, еще, может, какие вопросы? Пожалуйста. Не утомила вас рассказами? Круто. Я смотрю, все стали молчать, может быть, ну, действительно устали, а объем информации большой, возможно, как бы, возможно, можно уже, наверное, и закругляться, если вопросов нет. Если есть, пожалуйста, давайте я отвечу на любой вопрос. Мне не сложно. Я вот еще раз вам покажу, какие фотографии можно с помощью нейросетей делать. Вас вдохновить. Большое, для нас очень большой объем информации, и здесь нужно будет это все поизучать, потому что как бы мы особо не с сетями, только GPT работали. Мгм. Ну, Кундус сказала, она будет записывать урок, ну, как бы монтировать его, поэтому вы сможете пересмотреть, что-то там пройти по шагам. Ну и плюс я посмотрю, что вам такого дать, чтобы вам было легко, и вы могли это, ну, быстро применить, ну, реализовать, да, у себя. То есть, например, те же создания фотографий, как сделать урок по созданию видеоаватара, ну, что-то вот такое вот несложное, что вы можете самостоятельно повторить, вот прям, ну, сесть, скажем так, не знаю, там, выделить день и сделать все один раз и пользоваться потом. Спасибо вам большое, Лариса. Пожалуйста. Благодарим. Да. Главное, чтобы все приняли. Хорошо. Так, Кундус, я сейчас тогда отключаю демонстрацию экрана. Кундус, она здесь? Так, Кундус. Ага, что-то я не вижу. Ну, я не знаю, кто здесь модератор, кто здесь главный сейчас на этом зуме. Отзовитесь, пожалуйста, организатор. Ну, вообще я вижу, что здесь организатор я. Тут у нас Если вопрос... Адина Яим сидит. Сейчас она завершает, наверное. Ну все, да, тогда, наверное, нужно завершать эфир, или я как организатор, да, наверное, должна остановить запись. У кого запись сохранится? Так, сейчас я попрошу включить микрофон. Но я попросила что-то пока не отвечать. Так, ну, но она действительно, наверное, у меня идет на компьютере. Я просто могу ее остановить, эту запись. Лариса, Единственное, спасибо что... вам огромное. Да. Zoom, а мы потом этот погружаем в телеграм-канал. Спасибо вам. Хорошо. Так, мне нужно вам отвечать, да? Нет, просто завершайте и все. И технический специалист, она сама этот телеграм. Все, хорошо, договорились. Всем хорошего дня. Спасибо за беседу. Надеюсь, я вам какие-то дала полезные советы. Ну и не надеюсь, я уверена, что вы теперь будете понимать, что контент делается легко и просто, когда есть желание и немножко времени. Ну все, всего хорошего. Давайте, до свидания.